Партия живет, знаете, по уставу. Устав у нас достаточно обширный, объемный, я бы сказал так, в последнее время достаточно строгий. Устав предполагает на выборах по выдвижению высшего должностного лица региона прохождение такой процедуры, как праймерис. Это сложная процедура, она затрагивает как минимум по уставу 30% всей территории, что предполагает выдвижение кандидата, конкурентную борьбу этих кандидатов в процессе этого выдвижения, выступление их программ, состязательность. И в этой связи нам предстоит большая работа партии в течение этого года или полугода, когда нам предстоит спросить разрешение, спросить мнение наших однопартийцев, живущих на территории Республики Коми, как они относятся к программам Вячеслава Михайловича, какие предложения у них существуют на этот счет также. Я думаю, что Вячеслав Михайлович, знаете, активный член партии «Единая Россия». Он давно в этой партии, никогда этого не скрывал. И в этой связи мы нисколько не сомневаемся в том, что наши однопартийцы его полностью поддержат. А другое дело, сейчас надо соблюсти все эти формальные процедуры, поэтому нам предстоит огромное количество дискуссионных площадок, встреч на территории всей республики, где наши однопартийцы, просто жители Республики Коми, смогут через нашу партийную процедуру праймерис и вообще встретиться с кандидатом, задать ему прямые вопросы, от которых он абсолютно не уклоняется. Я думаю, что в этой связи мы сегодня видим уже большой интерес к этим выборам. И этот интерес, он сегодня как внутрипартийный, так и в целом общественный. Сегодня в этом смысле мы видим огромный интерес и молодых людей, волонтеров. В конце концов, мы видим эту волну, это движение, которое возникает сегодня в Республике Коми. И это не только молодежь, это люди, энтузиасты, альтруисты, которые в целом позитивно смотрят на жизнь. Я недавно прочитал такую информацию на одном из сайтов республиканской прессы о том, что Вячеслав Михайлович, один из журналистов, как бы сказал, что Вячеслав Михайлович у нас еще ни разу не избирался. Да? Так сказать, ну, это так, рассуждая, спекулируя на тему, а что нам ждать-то всем вообще в сентябре? Вот в этой связи могу сказать такую вещь. Вспомнив просто предыдущие годы, там 11-12, надо вспомнить, что Вячеслав Михайлович у нас, насколько я помню, возглавлял список депутатов в Госсовет в 2011 году, это март, да, выборы 13 марта. Значит, играл активную, если не ключевую роль у нас на выборах в Госдуму. Поэтому, когда мы говорим о том, что за него он еще через выборы не проходил, ну как же так? Партия, одни выборы, вторые, набирает высокий результат. И последние годы так оно и есть. И он во главе этого списка, он ведет ее, он центральное лицо. Для нас, безусловно, важно, чтобы наш кандидат не просто победил, а победил с максимальной уверенностью. Это была эффектная, основательная победа. Я думаю, что вы удивитесь, но, мне кажется, демократичней партии, чем «Единая Россия», сегодня, наверное, просто нет. Сама процедура праймерис, она сегодня предполагает участие абсолютно широких слоев населения, общественных структур, если так вот по уставу вспоминать, да, подписавших договор о сотрудничестве с партией «Единая Россия». Это и Народный фронт, это и даже самовыдвижение людей, кто сегодня не является нашим членом партии. Людей, единственное условие, чтобы они не были членами партии других партий. То есть, другими словами, сегодня может любой человек с улицы прийти в нашу партию, при этом он должен заручиться поддержкой 10 однопартийцев, которые пишут, как в подписном листе, оставляют свою подпись за него, и в этом смысле также участвуют в наших выборах. Где это видно, чтобы люди, по сути, не будучи в данной большой, крупнейшей партии России, также могли в ней смело строить свою партийную карьеру? Политическое поле растет, конкуренция возрастает, и на самом деле, на мой взгляд, это очень хорошо. Во-первых, это где-то, в какой-то степени показывает и нам, что время не стоит на месте, заставляет нас шевелиться. Мы сегодня пытаемся быть актуальными для граждан. Мы сегодня пытаемся запускать те партийные проекты, которые сегодня реально ожидаемые, и в них нуждаются люди на местах. Мы сегодня в этом смысле пытаемся работать с администрациями на территориях, с мэрами, главами городов и районов. Мы говорим о том, что доносят их люди с территорий. Поэтому в этом смысле я считаю, что мы не
отдыхаем, мы не, так сказать, балдеем на политическом, так сказать, на политической опушке, а абсолютно четко занимаемся своей работой. И в этом смысле конкуренция, еще раз повторюсь, только на благо всем нам. А если мы говорим о том, что нас кто-то мог бы заменить сейчас, но еще раз повторюсь, большинство в депутатских корпусах, оно за нами. И решение каждый день, вот как бы это ни было, так сказать, кому-то грустно, где-то, может быть, смешно, они принимаются именно нами. Именно мы с ней за них отвечаем, смотря в глаза тем самым простым гражданам. Что касается чисток внутри партии, то они, безусловно, идут. Но как бы я уже как-то шутил на эту тему, знаете, козырять этим никто никогда не будет. Это неприятное зрелище, неприятные события для партии, для нас. И если сегодня наш однопартиец, так сказать, залетел, то для начала, наверное, нам предстоит разобраться, что же все-таки произошло на самом деле. Потому что возникают случаи, они уже были, я думаю, к сожалению, могут быть, когда людей просто огульно осуждают или анонимно, значит, дают информацию, обличающую его, как бы, и представляющую в совсем неугодном свете. Поэтому важно тут всегда брать некую паузу. И, слава Богу, нам, опять же, наш устав, являющийся нашей Библией, жестко предполагает вот как раз те самые процедуры. Но в то же время в устав внесены сейчас, в прошлом году осенью, как раз в октябре у нас проходил съезд, и жесткие нормативы, которые предполагают, если, значит, предполагает требования, если член партии сегодня находится под следствием, то это обязывает нас и всю партийную вертикаль, все рабочие органы партии, вынести решение, причем в установленные сроки, по приостановке его членства в партии. Я могу сказать смело, хоть и с грустью в голосе, по ряду лиц, и в прошлом году, вот, значит, включая на декабрь, такие решения были вынесены. Кому близко управление как таковое, значит, служение обществу, там, служение на благо там, республики, как они высокопарно это звучало, эти люди воспринимают Единую Россию, в том числе как партию, да, как отчасти в том числе некую лестницу для карьерного роста. Так мы и объясняем сегодня людям, что если вы хотите быть полезны обществу, если вы хотите реально что-то сделать в Единой России, это сделать можно не то чтобы легче, это совсем не легче. Это просто вы реально ближе к возможностям для этой реализации. То есть что толку, если ты сегодня ходишь с транспарантом по улицам города и трясешь им направо и налево? Ты попробуй сначала, заручившись, так сказать, привлеки себе внимание не красивым, ярким, намалеванным транспарантом, а ты попробуй пока изберись от какой-нибудь территории. Вот заручись поддержкой небольшое количество людей. И попробуй что-нибудь для них сделай в рамках закона и тех процедур, как бы, и правил, которые сегодня существуют. Сельского уровня, городского, там, может быть, республиканского. И если это получается, то это супер. А если ты сегодня вместе с большинством таких же, как ты, пришедших туда для того, чтобы сделать много и для остальных, то шансы реально это реализовать гораздо выше. Раньше было много шума, а сейчас как-то вот, знаете, мы от этого, наверное, ушли. Ушли как раз для того, чтобы не раздражать людей, значит, обычным для нас, как членов партии, для людей, кто сегодня входит в исполнительные органы партии, делом. То есть это наша работа. И наша работа заключается не шуметь и бочку катить, а наша работа заключается как раз в том, чтобы реализовывать уставную деятельность и двигать те проекты партийные, которые сегодня существуют. Их на самом деле очень много. Я думаю, что люди в исполнительной власти – это определенная категория людей. Значит, и приходя во власть, и сегодня сама система, значит, законы, значит, громкие дела, они как раз и говорят на то, что во власти не должно быть тех, кто сегодня руководствуется личным интересом. Если ты пришел туда, то это не значит, мол, дайте мне палочку, я сейчас разберусь. Работы много. И сегодня, соприкасаясь там, с местной властью, там, с министерствами, я зачастую удивлен тому, что в обществе действительно существует неправильный стереотип относительно чиновника. Ведь львиная доля людей, по крайней мере, с тех, с кем я общаюсь, там, с Минэком, будь то там, с другими министерствами и так далее, да, я вижу людей, которые работают днем и ночью. Они работают в выходные, и они работают за небольшие деньги. Понимаете? И когда, вот это уже, наверное, вопрос к средствам массовой информации, а как мы показываем, выворачиваем наизнанку, значит, эту картину, мы должны честно говорить, наверное, о том, что основная категория чиновников работает честно и работает много.
потому что по-другому здесь никак. И если туда хотят прийти люди иного типа, то, наверное, сегодня им там делать нечего. Что касается бизнеса сейчас, то его практически нет. Его фактически нет. Поэтому, наверное, бизнесменом я уже не являюсь. А что касается прошлого периода и, так сказать, периода, связанного с компанией «Цифроград», которую мы удачно продали, можно сказать так, то на тот период, еще, наверное, на 3 года назад, буду честным, каждый, наверное, 4-й проданный телефон тогда в Республике Коми был продан через сеть «Цифроград». Вы знаете, имея такую широкую клиентуру и, так сказать, круг покупателей, всегда, наверное, есть какие-то шероховатости в деятельности той или иной компании, угодить всем тяжело. Но, тем не менее, я считаю, что люди всегда голосуют рублем. Если каждый 4-й приходил и покупал свой сотовый телефон или любой гаджет тогда в сети «Цифроград», наверное, это все-таки стоило того. Не скажу, что я созрел для чего-то другого, хотя, как сказать, может быть, душе, может быть, сердцу угодно все-таки заниматься чем-то еще или чем-то иным. На мой взгляд, политика – это интересное дело. Это интересное дело, и в этом смысле мне тоже хочется здесь самореализоваться. И сегодня я являюсь депутатом Государственного совета. Да? Это определенная тоже ноша, определенный функционал, определенная роль, определенные обязательства перед людьми, гражданами, именно перед теми, кто за меня проголосовал по моему округу магистральный. Но и, в общем-то, могу сказать так, что меня устроит пока все, поскольку я вижу, что есть чему учиться здесь. Я понимаю, что мой опыт жизненный в бизнесе, мой опыт здесь, наверное, может позволить мне, так сказать, завтра быть еще более полезным в Республике Коми. И в этой связи я хочу развиваться дальше в этом ключе. Что касается Ижемского района, то избираться там, значит, это, так сказать, имея в виду педалировать, так сказать, я не знаю, или спекулировать на все на фамилии, на своих корнях. Я сегодня как раз принимал руководителя секретаря местного Ижемского отделения у себя, так сказать, в РИКе, в партии. Поэтому мы на коммуникациях, всегда общаемся, поэтому и глава Ижемского района заходит к нам всегда, как и другие главы городов и районов. Поэтому я не могу сказать, что я как-то оторван, потерян и не в курсе того, что происходит там. Я в курсе и, безусловно, и как депутат, и как, так сказать, политический, так сказать, партийный функционер. Чем могу, тем помогаю. Пусть все спят спокойно, меня абсолютно устраивает то место, на котором я сейчас нахожусь. Раз уж партия мне доверила этот участок работы, то я обязан справиться сначала с ним, и, по крайней мере, приложить все для этого усилия.